Чущая голова. Соль положил и все, больше ничего. Вкусно. В общем, двумя руками тут надо разбираться. Разбирай. Глазище. Молоко пол этого осталось. Пол пачки. Увозу домой, не оставлю здесь. Накормил там дома Тулана. Сейчас на завтрак ему эта вода останется, целая кастрюля. Кости от этой рыбы. Там вчерашние кости скоро еще. Это еще надо отдать. И у меня перловка. Вчера вот эту тарелку, почти полную тарелку я подогрел на растительном масле. Отужинал этой перловкой. Ух, так хорошо стало. Знаете, вот сейчас похоже, вот консервы открываете, перловая каша с тушенкой бывает. Вот то же самое, вот вчера я ел, и как будто вот это перловая каша. Вчера рано лег, вообще рано. Стемнело и лег сразу. Фильмов не было, чтобы смотреть. Закончились все фильмы. Выспался капитально за эти дни, конечно. Вот. Кусок сала еще это надо доесть. Конфеты тоже оставлю. Этот улан дам. Лук тоже пока здесь оставлю. 2 лука осталось. Ну, в принципе, так. Все рассказал. Утро. Так что сейчас завтракаю. И буду собираться. По пути у нас 4 остановки будет. 5 остановок. Это 4 остановки, 4 места, где у меня чаги оставлены на берегу. И одна остановка еще фотоловушку заберу, где труп лося был. Не знаю, медведь приходил или нет. Надеюсь, приходил. Надеюсь, удалось его заснять, какая у него спина широкая, какой он большой. Или он хитрый, учуял фотоловушку. Да, и я тоже на берег поднимался. Может, осторожный. Может, и не подойдет больше. Не знаю, посмотрим. Вот. Все, завтракаю. Как соберусь, опять включусь, ребят. Уже на выезде. Juosa, kva. Erimätään sitä. Ottanu ilmaisen jantoa. Otan tässä. Время уже без 15:09. В общем, доедаю кашу. Тут уже основное тоже убрал. Постельно также. Но улица мне, ребят, вообще не радует. Пошел дождь. Там чагу в мешок сложил. Рюкзак под навесом. Ну, такой мелкий, но все равно сыровато все уже капает, смотрите. Я думаю, из-за этого дождя, вот у меня плащ ОЗК, который много лет уже пользуюсь этим. Это дождь не преграда, не препятствие такое, это ерунда. Грибной дождь. 2 градуса плюс. Но прохладно на улице. Ощущение все -2. Такая вот. Знаете, вроде и +2, но сейчас пока там
на улице вокруг избы там занимался делами, уборкой всей этой. Прохладно. Даже холоднее, чем вчера. Вот. Ветрено, может, еще как-то разгонит эту тучу дождевую. Сейчас еще чай попью и уже полностью все буду убирать. Надо помыть посуду. И вещи до лодки еще унести. И все, в принципе. Одеться и газку. Ничего страшного. Бывало и снег, и в дождь. И 1 год такая осень была дождливая. И поднимался я в избушку. На избушку, да. Короче, весь путь, вот просто ни на минуту не останавливался дождь. Весь путь такой вот дождь, вообще сыро. Именно такой вот большой дождь был. Это мелкий, да, мелкий дождь. Ну, главное, самое главное, ребят, вот это, когда вещи ты переносишь, вот это дождь мешает. Вот когда уже все вещи в лодке разложены под тендом, вот тогда хоть ливень. Самое главное, чтобы мотор не подводил. Завел мотор и плюешь себе, и плюешь. Ты в АЗК костюме, там, болотные сапоги одену, и ничего страшного. Тулан пришел. Везде порядок. В принципе, вроде ничего не забыл. Самое главное, ничего не забыть. Амбар закрыл. Все, дрова заготовил я. В следующий раз приеду, у меня будут дрова и... Ну, в общем, все как будет, будете смотреть. Ладно, изба, давай. До новых встреч, до новых походов. Скоро увидимся, надеюсь. Пошли туда. Пошли домой. Дождь не прекращается. Сейчас вообще ветер перестал, даже штиль. И думаю, так будет, может, сутки, может, несколько суток. Тихонько дождь идти. В общем, я здесь загрузился. Еще буду грузить чагу. Вот полмешка тут есть. Куда-нибудь, наверное, в заднюю часть придется сложить. Ну, там, ну, так, не так много, конечно. На большой куче я остановлюсь, там, включусь. А так снимать сегодня особо, ну, вот, смотрите сами, погода такая. Что, в общем, буду плыть потихоньку, помаленьку. Вода с нашим приездом примерно сантиметра 2-3 еще убавилась. Вот палка у меня стоит там. И вода, ну, примерно 3 сантиметра еще убавилась. А так, в принципе, все без изменений. Конечно, лодка будет тяжелее, чем поднимались. Рыба там, рябчики, чага. Ладно, ребят, давайте. Я плыву. Будет что-то интересное, обязательно буду включаться, несмотря на дождь. Обязательно возьму фотоловушку. Заберем, потому что на лодку уже может в этом сезоне не получится сюда приехать. Вода мелкая. Да, и тут, в принципе, на лодке делать больше нечего. Вот, так что у меня возле реки, все буду забирать. Все, погнали.
Блядь. Примерно так. Каждый год почти. Но в прошлом году намного тяжелее мне было. Очень даже тяжелее. Я не хочу даже вспоминать. Это ужасно тяжело было. Когда через лед я добрался до дома. Как я выдержал, я не знаю. Ну, сегодня потихоньку, помаленьку, понятное дело, воды нету. Вот смотрите. Кругом завалы. Каждый год пилим что-то. Толку от этого, ну, никакого. Потому что по весне тоже маленькая вода. Все этот хлам не может уплыть. Так что, не знаю. Придется вертолет, наверное, купить. Правильно будет решение вертолет купить так. И посадочную полосу сделать на крышу избы. Прилететь, на крышу сесть, взлететь и домой. Да, нормально? Ну-ка напишите, Олег, а что не убираешь речку? Что хлам не убираешь? Давай, жду. Умников много таких. Вот это бревно, что лежит, вот это бревно. Придется час туда вытаскивать. Он до такой степени тяжелый. 100 лет уже в воде. Его просто не сдвинуть с места. А чтобы весь путь прочистить, это жизни не хватит, наверное. Ну, здоровья точно не хватит. Когда у тебя уже здоровье так себе шалит. Нет, ребят. Мы свое дело знаем. Где надо распилим, где надо перетащим, где надо откинем коридорчик для прохода, для лодки сделаем. А кто хочет кататься на широких 1,5-метровых резиновых лодках, которые показывают, ох, не ебаться, летит, как я не знаю, пусть. Давайте, здесь рыбы много, давайте, приезжайте, прочистите нам метров 3 шириной такую тропинку. Мы не против. А у меня лодка 90 сантиметров, я везде там проскочу где надо. Вот, посижу, отдохну, ребят. Хреновое дело то, что у меня опять мотор, пока едет, но вот с полуоборота он запускается, но газ сбрасывая, он глохнет. Опять карбюратор надо разбирать. Если я смогу доехать сегодня, перед тем, как я уберу уже этот мотор на зиму, я вообще разберу карбюратор и надо продуть. Каждый раз, постоянно, в каждом походе у меня такая болезнь. Это от бензина, от топлива. Там какое-то, вот я не знаю, что накапливается. Бывает в топливном фильтре белый налет какой-то, как пена. Не знаю, что это такое. Как вата, сырая вата, вот типа такого. И вот эти жиклеры забивают, короче, надо прочистить снова. Просто разобрал, продул, собрал. Можешь даже не продувать там. Разобрал, собрал, и он поедет. Не знаю почему. Ну и также пыль, вот это мусор где-то, может, через карбюратор, заслонку, может, залетает. И вот это все я распилил. Вот видите, верхние распилу. Это весной пилил. В этом году где-то вот эту березу напилил. Это прошлогодние. Вот кое-что уплыло. Потом вот здесь вот спилил, как сказать, что-то тоже уплыло. А та береза, вон та, это, наверное, после меня, это летом пилили, кто-то пилил. Вот это старые распилы тоже. Вот это все мои распилы. Это я дорогу. Эти вот так лежали. Чуть-чуть передвинулись вон туда. Но на весенних походах вы это все видели. Я один мешок чаги уже забрал.
Сейчас еще остановлюсь, там включусь немножко. Там мешок чаги еще будет. И 2 маленьких кучи еще ниже по течению. Чаги не так много. Ходил и весной тоже искал. Не скажу, что много чаги. Ладно, поедем дальше. Потихоньку, помаленьку. Сейчас думаю, я лодку разобью. Как-то неудачно. Вот когда против течения идешь, маневрировать легче. По течению, блин, так бывает, бьется или в сторону, борта можно сломать легко. Если опыта нету, все, там запросто можно сломать где-то лодку. Трещина пойдет. А опыт приходит с годами. Если без опыта я бы здесь не смог даже проехать. Застрял бы. Вот. Хорошо, что вот этот Япошка Сузуки выручает нас сейчас. Действительно небо и земля. Ветерок 8 по такой воде. Я бы, наверное, тоже замучался. Шпонка рвет там, воду не берет. Но это тоже как бы воду не берет, бывает. Чистить много приходится. Но с ветерком небо и земля. Спасибо японцам, что такие моторы хорошие делают. Но сейчас из-за санкций, к сожалению, наверное, продажа. Или если есть, там заоблачные цены. Вот такие дела. Ладно, надо идти дальше. Сейчас я буду пробираться вот здесь. Тулан, ты же впереди. Надо было оттолкнуться, и мы бы проскочили. А, Тулан. Бездельник есть бездельник. Живает там. Вот так бензин еще. Бак упал. Так. Ладненько. Ладненько. Кому не остановка. Что возможно, ребят, я буду чистить речку весной, осенью. Сейчас, в принципе, проехать смогли. Смогли, а толку сейчас пилить бесполезно. Не вижу. Блин, что-то застряли. Мотор держит. Не, ребят, скоро, наверное, вообще по реке невозможно будет ходить. Просто из-за того, что нету воды. Чё он не едет, блин? Ой. Там глубоко. Терпимо. Застрял. Ничего себе. Ой, парень. Вот так вот. Ну все, давай. Мусор столетний до весны, блин. Весной будем снова пилить. Может, новый затор здесь получится. Вот смотрите, воды. О. Можно пешком тык-тык-тык в калошах пройти. Такие дела. Дела. Все, приехали. Погнали.
один уровень лучше поднять вообще. Потихоньку вот так ехать. Медленно, конечно, получается, но лучше. О, бля. Там на повороте немножко я застрял. Здесь вообще мелко не проехать. Пока плыл, и вешка наша появилась. Здесь остановка будет. Остановочка. Так. Где бы встать так, чтобы загрузиться? Берег плохой совсем. И отсюда ладно лучше. Вон тече, ладно. Вон тече. Нормально-то. Лок пошли. Перекур. Ты чё, Анан? Не хочешь? Не хочешь, как хочешь. Заставлять не будем. Опа. Ты оставлял. Опачки. Фу, бля. Так жарко. Оделся, мне надо. Вот так вот. Вот здесь целая ноша будет. Чаги. О, пожалуйста. Всяко разное. Вот это спотел я. Это была самая большая куча. Как бы мешок и 2 куска больших еще не влезло. Еще 2 остановки будет. Чаги там. Ну, больше может полмешка. Ну и эти 2 куска туда. И будет у меня 3 мешка чаги. Вот, примерно 75-80 килограмм. Опять дождь начинается. В принципе, оделся. Вот когда по хорошей реке идешь, на полных оборотах, прохладно сидеть. А вот так вот, когда все тело постоянно движется, из-за того, что ты в напряжении, там, или выключаешь двигатель там веслами, немножко приходится толкаться. И ну очень жарко. Уже вот этот раздел, ну, на шее, который, как он называется, труба или что там. В 2 местах похоже на медвежьи следы были, но точно не понял. Останавливаться тоже не стал уже. Надо плыть. Вот. Ну я говорил, что здесь остановлюсь, вот и показал вам. Дальше уже как собирать буду, я снимать не стану, а остановлюсь возле фотоловушки еще там. Включусь. Где-то может чай еще, может попьем.